Максим Леонардович, давайте начнем с событий не столь веселых и праздничных. 28 декабря в Грозном, когда произошла перестрелка, в ходе которой погибли 3 человек, один из них полицейский. Вы разобрались в этой истории? Что там произошло? Ну, дело в том, что ни чеченец и не ингуш, то есть человек, не владеющий языком, в полной мере разобраться до конца не может. Поэтому я ориентируюсь на те переводы, которые мне дают мои друзья, чеченцы и ингуши, того, что обсуждают в чеченских социальных сетях, в медиа, в ингушских. Я ориентируюсь на телеграм-каналы чеченские, ингушские, как провластные, так и независимые. И у меня в целом, конечно, есть понимание того, что там случилось. Тем более, что родственники этих, молодых ребят, которых обвиняют в том, что они напали на сотрудников полиции, признали, как я понял из ряда телеграм-каналов, Фортанга, например, что они видели видео, которое показывает всю эту ситуацию сполна, что там на самом деле было нападение, в ходе которого погибли сотрудники полиции. Я просто полагаю, что все остальные вопросы мы до конца просто не можем понять, что там было. Все остальные вопросы все равно будут решаться и всегда решаются в таких ситуациях в деликатной форме в рамках традиционного права, традиционных адатов. Вот как раз, Максим Леонардович, вы всегда очень уважительно и очень корректно высказываетесь о различных традициях. И вот, например, «Кавказ-Реалии», со ссылкой на них я вам сейчас скажу, что вот Рамзан Кадыров поручил объявить кровную месть родственникам убитых ингушей. Естественно, мы все это знаем с переводов, мы не владеем чеченским языком, но, тем не менее, вот прозвучало такой стейтмент, скажем так, про кровную месть. Как мне разъяснили чеченцы, но это не совсем так. Дело в том, что объявление кровной мести тем родственникам тех, кто был убит в момент совершения убийства, или попытки убийства, бессмысленно. Оно не имеет смысла, поскольку убийцы сами были убиты. Поэтому родственники уже счет закрыт. Родственники не несут ответственности за них. Он имел в виду, мне кажется, другое, как я понял из того, что мне рассказали, что он имел в виду, что вы оправдываете террористов, а те, кто оправдывают террористов, им надо объявлять кровную месть. А не конкретно родственникам вот этих погибших ингушей в Грозном. Я сразу извиняюсь перед ингушами, перед чеченцами. Я, как русский, могу только с чужих слов это интерпретировать. Конечно, там есть нюансы, которые мы не можем понять, не владея в полной мере языком и его особенностями. Тем не менее, эти слова звучат так или иначе в российских СМИ, и не первый раз, к сожалению, когда мы в целом говорим о кровной мести. Как вам кажется, вот есть такая традиция, безусловно. Что надо с этим делать? И надо ли? С одной стороны, пророк осуждал кровную месть среди арабов и очень жестко выступал против нее. С другой стороны, в определенных ситуациях определенных народов кровная месть, безусловно, является очень сдерживающим фактором насилия и произвола, и беззакония. Когда человек знает, что, идя на преступление, на убийство, он даже не лично будет отвечать, а будет отвечать за него его мужчины из его рода, может быть, племянники, может быть, дети, может быть, родители. Женщины, естественно, не отвечают по крови. То этот человек 5 раз подумает, совершать преступление или не совершать. У тех народов, у которых кровная месть есть, как говорят, то что на этот счет есть разные мнения, значительно ниже уровень вообще убийств и насилия. Ведь мы же обо многих вещах знаем романтически. Вот, допустим, из новелл Проспера Мериме, который, на основании которых Пушкин написал «Песни западных славян». Уже доказано, что Мериме многие выдумал про черногорцев, а у черногорцев кровная месть ого-го какая. Она не только у мусульманских народов. Допустим, в Грузии, у сванов. Есть такой фильм прекрасный, Джавшлиани, кинорежиссера Сосо Джавшлиани,
«Сван». В ходе этого фильма он начинается с того, что русская девушка выходит замуж за свана в 1989 году. К концу фильма остается в живых только она одна и ее младенец. Единственный сван, все остальные убиты в бесконечной кровопролитной вендетте. Кто говорит, что это правда, кто говорит, что это неправда. На самом деле я много говорил на эту тему и с чеченцами, и с ингушами, и со сванами, кстати, то есть православным христианским народом. И говорят, что это очень деликатная, тонкая вещь. Счет ведется обязательно с обеих сторон, если между родами кровной мести. А бывает, что война это длится там десятилетиями, а то и столетиями между родами. В общем, мы до конца это понять не можем, потому что нашему сознанию это чуждо. Это не просто беспредел мести, что вот я захотел и пошел кому-то там мстить. Это очень сложные, тонкие правила, и общество за этим следит. Тот, кто будет нарушать эти правила, будет объявлен вне закона. Потому что кровная месть, она совершается по правилам. В принципе, конечно, мы говорим, ах, это невозможно. Но и в Европе есть кровная месть. Она есть у корсиканцев, она есть у черногорцев, она есть у сербов, между прочим. Да, Максим Леонардович, простите, но мы же не о самом факте существования традиции. Она есть у басков, она есть у басков в Европе. Она, безусловно, есть у ирландцев. Даже не сомневайтесь в этом. В общем, простите, вы просто сейчас говорите, как будто ваши отношения, если не отрицательные, то скорее нейтральные, возможно, даже понимающие. Мое отношение нейтрально-положительное. Поскольку, еще раз говорю, я считаю, что это очень серьезный сдерживающий фактор для тех, кто хочет пролить кровь другого человека. Тогда давайте сделаем тоже чуть-чуть шаг в сторону и в целом рассмотрим отношения. В конце концов, не в нашей стране, где об закон вытирают ноги, где людей бросают в тюрьмы по оговору, по доносу, где к людям применяют пытки и заставляют их подписывать на себя признательные показания, говорить о каком-то первенстве закона, о каком-то примате, понимаете ли, права. Что не отменяет ни первенство, ни примата. Естественное право, да. В этом смысле естественное право, оно, как говорится, может быть даже более значимым. Более значимым, но тем не менее в нашем эфире мы призываем всех, кто нас слушает и смотрит, жить согласно законам и даже Конституции. Вот, мне только что прислали сообщение. Родственники у убитого в Грозном силовика, значит, убитого полицейского 2 дня назад в Грозном родственники Руслана Джабраилова от имени Тейпа Дышны объявили кровную месть ингушским фамилиям Теймурзиевым и Солтыговым. Вот, Родственников убитого удивило, что вместо того, чтобы прийти к ним и извиниться, они сели перед камерой и писали ролик за роликом. Дышнинцы и Залдов сочли это за оскорбление. Объявление кровной мести еще не значит убийство, а обязательное. Вполне могут пойти послы, могут быть принесены извинения, и это обвинение могут отозвать. Когда хотят убить, когда хотят совершить преступление, это делают тайком. Кровная месть – это фактически, с точки зрения многих людей, является не преступлением, а законным правом. И это очень сложная процедура. Но мы же все равно говорим о лишении жизни, Максим Леонардович. Слушайте, когда преступник идет, совершает преступление, лишает жизни другого человека, он же должен полагать или понимать, что возмездие может пасть не только на него, даже если он погибнет, и он готов в силу психоза к смерти, а на его близких. Мне кажется, это очень серьезный сдерживающий фактор все-таки. Давайте мы сделаем сейчас небольшой перерыв, буквально на 1,5 минутки прервемся, вернемся в эфир. Это «Особое мнение» с Максимом Шевченко. Максим Леонардович, какая взвешенная позиция, но все равно какой-то мороз по коже. Мы же про убийство говорим. Мир полон насилия, Нино, к сожалению. Даже такая прекрасная женщина, как вы, да, глядя на которую хочется думать только о хорошем, вы вынуждены обсуждать такие страшные темы. Мы живем в мире, в котором идут войны, совершаются преступления, существует терроризм, к сожалению. А как вам кажется, есть традиции, которые не нужно сохранять, несмотря на, не знаю, многовековую историю? Я считаю, традиции, унижающие женщину, допустим, есть. Вот, допустим, в Афганистане женщин иногда продают замуж, выдают. Это вообще или выкуп за невесту, колым. Вот продажа невесты – это чудовищная, совершенно языческая традиция, которую сохранять нельзя. Она ничему не способствует, она просто унижает женщину, превращая ее в вещь. Конечно, безусловно. Вообще, если вот
у мусульман по исламу соблюдаются права женщины по шариату, как это в Иране. Я вам уже говорил, вот рассказывал. Съедете в Иран, посмотрите. А женщины имеют прав гораздо больше, чем они имеют в Европе, поверьте. Возвращаемся в эфир, Максим Леонардович. Да. Москвы. Продолжается программа «Особое мнение». У микрофона Нина Расибашвили. С нами по скайпу Максим Шевченко, журналист. Максим Леонардович, возвращаясь к отношениям двух республик, Чечни и Ингушетии, которые, мягко скажем, не самые теплые и близкие. Но вы ошибаетесь. Не надо обобщать. Как же? Подождите. Нет никаких отношений. История с границами. Обе республики – это субъекты Российской Федерации. Так. Пожалуйста, не обобщайте. Нет отношений между республиками. Обе республики находятся в составе Российской Федерации. Другое дело, что федеральный центр не соблюдает права регионов, безусловно, и не советуется с людьми о том, что проводить границы. Я считаю, что проведение этой границы, тот формат, как это было сделано, была очевидная провокация для того, чтобы поссорить два народа. Источником этой провокации, естественно, был центр. Я полагаю, что, конечно, прикладываются большие усилия, чтобы разорвать связь, которая существует, естественная, природная связь между чеченцами и ингушами. Это разные народы, это не один народ. Но мне кажется, что оба народа являются объектом и изощренных, и целенаправленных провокаций, нацеленных на то, чтобы стравить и поссорить их между собой. Я, допустим, полагаю, что и удерживание ингушских, тех, кто протестовал против этой границы, и стариков, и молодых, и женщины, там есть Зарема, по-моему, ее зовут, в тюрьме, и суд над ними. Это несправедливая вещь, их надо бы освободить. Они бы сами, если бы поехали, допустим, условно говоря, к Рамзану Кадырову, договорились бы с ним, поговорили бы и, уверен, пришли бы к согласию, как это принято всегда на Кавказе. Как это принято у грузин, как это принято на Северном Кавказе, то же самое. Поэтому я вижу, как несправедливо поступать с чеченцами, акинцами. Это же вообще просто в голове не укладывается. Олимпийский чемпион, депутат Госдумы Бувайсар Сайтиев, до сих пор его село, не восстановлены права. Он не может вернуться в дом, из которого в 1944 году выселили когда-то его прадеда. И так со многими акинцами. Недавно в Хасавюрте был открыт памятник чеченцам-акинцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Так из Дагестана туда только замминистра по делам национальности соизволил приехать. Чеченцы мне звонили, многие акинцы, это дагестанцы, они оскорблены, не понимают, почему к ним такое сегрегационное отношение. Поэтому мне кажется, что вообще есть какие-то силы, и уверен, что это федеральная политика, которые сознательно зажимают вайнахов и чеченцев, и акинцев. А зачем они это делают, и ингушей. Ну, потому что это народы, которые много лет, много столетий демонстрировали собственную позицию в отношениях с империей. И когда в Дагестане уже пол-Дагестана перешло на сторону империалистов, на сторону царя, и Шамиль ушел в Чечню, Чечня продолжала еще почти 30 лет, 20 лет точно, кровопролитное сопротивление. И была основой всего этого введено. Гихи, Толстой это все описывал. Ингуши, да просто вайнахский фактор, это очень серьезный фактор свободы, независимости и самосознания Кавказа как такового. Поэтому этот фактор душит и будут душить. Кто как поступают с акинцами в Дагестане, вопреки решению съезда народов Дагестана, который выбрал формулу, чеченцы приходят, лакцы уходят, аварцы остаются. Много лет на это выделялись огромные средства, огромные деньги, все они украдены. Лакцам построили дома в каких-то неудобоваримых местах, понимаете, ничего не реализовано. Я обращаюсь к Сергею Меликову сейчас перед Новым годом. Сергей Алимович, решите этот вопрос, пожалуйста, не идите на поводу у криминальной мафии. Установите справедливость в Дагестане. Вы встретились с родителями братьев, убитых Гасан Гусейновых. Выразили им соболезнования. Это, конечно, правильное дело, хотя надо знать, что убийца вашего сына, вы приводили его в пример,
А они же они же убиты. А убийцы сыновей Гасан Гусейновых, они, как говорится, до сих пор ходят по земле, и даже уголовные дела в отношении них не возбуждены. Но вот это вот все так, понимаете, со всех сторон. С востока с акинцами не решается вопрос, и даже Бувайсар со всеми его регалиями, со всем его авторитетом не может помочь решению этого вопроса. Значит, с запада, с Ингушетией конфликт, и вы говорите конфликт республик. Нет конфликта республик. Ну как, Максим Леонардович, просто мы исходим из того, что людей, есть в новостях. Это не конфликт республик. Разве люди не составляют республику собой? Ну нет, конечно. Люди это разные. Понимаете, для этих народов древних их структура тейповая структура, родовая структура, семейная, вирдовая структура, поверьте, гораздо важнее, чем все эти административные единицы вместе взятые. Они там прекрасно все знают, где чья земля и кто где стоит, на какой земле, какой ногой. Поэтому я думаю, что не надо стравливать два народа, надо провести вообще, может, какие-то съезды объединительные. Вот Евкуров с Кадыровым могли это делать. Кадыров с Калиматовым, ну я не думаю, Калиматов молчит, как в рот воды набрал, понимаете, глава Ингушетии. Но я думаю, что и в Ингушетии, и в Чечне найдутся люди, уважаемые, авторитетные, старшие, которые смогут собраться вместе, как это принято в цивилизованном кавказском обществе, сесть и договориться. Это кровная месть, которая объявлена, еще раз говорю, она не обязательно должна состояться. Она уже завтра может быть отозвана, если будут принесены соответствующие, как говорится, извинения и какие-то объяснения. Это не значит, что уже все как бы... А уже были принесены, Максим Леонардович, извинения и соболезнования. Это не мне решать, это не нам решать. Это решать тем, кто это сказал, публично сказал, понимая, что на самом деле по российскому законодательству это угроза смерти, то есть это уже преступление. Вот объявляя это, эти люди готовы, ну, как бы пострадать, очевидно. Уже сейчас это угроза смерти, если на них будет подано какое-то заявление. Но, естественно, на них никто не будет подавать заявление, позориться никто не будет. Я думаю, к ним придут от ингушских этих там тейпов, родов, с ними договорятся и все разъяснят. Ну, давайте, эту тему, мне кажется, мы достаточно подробно разъяснили. Поверьте, как нигде на каком-либо другом российском СМИ. Абсолютно точно. Абсолютно точно. Для всех, кто только что к нам присоединился, я скажу, чтобы вы потом обязательно послушали программу с самого начала. У Максима Леонардовича очень изысканная, скажем так, позиция по многим вопросам, в том числе и по вопросу о кровной мести.